Почти всех инспекторов на бишкекских дорогах Болот знает поименно, вплоть до кличек и народных прозвищ. Водитель спросил, что-то они оспаривали, и сотрудник, инспектор, он говорит, тогда я Криштиану Роналду, он стоит. Вы обязаны передать сейчас сотруднику милиции документы при остановке. Кимге? Мага. Кимсіз? Мен Криштиану Роналдом болшым керек. Сами сотрудники Главного управления по обеспечению дорожного движения Болота Ибрагимова узнают издалека. Видеоблогер – гроза всех инспекторов-взяточников. Тормозить его дорожная милиция боится, а те, кто сделал это нечаянно, становятся героями вот таких роликов. Смотри, вот, смотри, он еще... Смотри. Срочно надо было уехать, оказывается. Болот – один из самых известных в Кыргызстане общественных активистов. Его специализация – нарушения на дорогах. Он публикует в соцсетях видеосоветы для водителей и проводит рейды против инспекторов, на которых жалуются горожане. Очередной такой эксперимент видеоблогера закончился большим хайпом. Ролик посмотрел сам премьер-министр, который раскритиковал Болота. Может быть, и вы все увидели это в YouTube. Значит, сотрудник ГАИ останавливает автолюбителя, значит, водителя машины. Значит, он его снимает, и они над ним прям измываются. Значит, пассажир выходит из машины в это время, куда-то уходит, и, значит, сотрудник ГАИ говорит, значит, вы нарушили правила дорожного движения, не пропустили пешехода. То, что сцена с пешеходом была постановочная, Болот действительно признает. Но пассажир, по его словам, не выходил из автомобиля, а специально ждал их в условленном месте. Издевательств над представителем правопорядка, как уверяет активист, тоже не было. Единственное, что авторы ролика хотели показать, инспектор ГУБДД сам не знает правил дорожного движения. Информация была подана не совсем правильно. Мы же в опровержении все предоставили, все эти факты. Там мы же все, прям каждое слово опровергли практически. То, что мы сказали, что ГАИ давно не существует, это опять же не желание поправить его, да, не наши какие-то издевки. Это просто знак того, что раз вы меняете название этой структуры постоянно, то будьте добры и сами хотя бы на словах назвать ее правильно. Видеоответ Болота Ибрагимова моментально разлетелся по сети, точно так же, как и слова премьер-министра о том, что нельзя позволять издеваться над сотрудниками органов. Правда, выступление Сапара Исакова, боятся теперь активисты, может быть не так истолковано. Наше высказывание, наше обращение политизировали, и уже помощники депутатов там высказываются с тем, что нам крышка там, если говорить на простом языке. Просто сейчас идет игра мышцами, видите? В любом случае, после общественного резонанса должен был какой-то ответ последовать, как от правоохранительных органов, так и от правительства. И этот ответ, он в виде вот этих игр мышцами выражается. В правительстве, правда, обещают, запрещать снимать на видео сотрудников ГУБДД не будут, но и авторов скандального ролика там не поощряют. Многие граждане делают это с целью защиты собственных прав, и это абсолютно нормально и созвучно политике открытости и прозрачности работы государственных органов. Единственное, нужно, наверное, постараться исключить такие постановочные игры, кадры, в которых идет откровенно неуважительное отношение к правопорядку, потому что это создает прецедент неуважительного отношения к закону в целом. Милицейские начальники зато открыто признают, такие ролики будут популярны до тех пор, пока для этого будут давать повод сами инспекторы. Зачастую уровень знаний сотрудников, которые отвечают за дорожную безопасность, низкий. Они не могут четко и правильно объяснить причины остановки. Все это подогревает таких активистов. Поэтому мы работаем над тем, чтобы улучшить багаж их знаний. Если бы они могли правильно в рамках закона объясниться и на киргизском, и на русском языках, таких проблем не было бы. На днях Болот Ибрагимов снова выходит в рейд. Прекращать снимать на видео сотрудников ГУБДД активист пока не собирается.